Так. Привет. Слышно, видно? Были технические неисправности. Мы меняли аккаунт. С одного аккаунта у нас не получилось запустить трансляцию. Видео появилось, звука нет, пишут. Так, звука нет. Так. Hangout, звук включен. Раз, два, три. Как сейчас звук появился? Раз, два, три. Меня слышно? Привет всем. Инстаграм. Вижу, тут народ появляется, подключается. Так, пишут, что звука нету. А сейчас звук есть? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, звук появился. Так, нужна обратная связь. Видео есть, звука нет, по губам не читаем. Будет звук, напишем. Так. Вроде все настроили. Везде включен. Звук пошел. Елена, спасибо. Так, отлично. Звук пошел. Прошу прощения за техническую неисправность. У нас были проблемы с аккаунтом. YouTube блокировал нашу трансляцию с одного аккаунта. Теперь мы вышли в эфир с другого аккаунта. Немножко задержались. Как раз будем ждать тех, кто подключился, пока познакомимся поближе. Всем привет. Меня зовут Нигматуллин Рамиль. Я вижу, у нас есть подключившиеся. Давайте познакомимся поближе. Кто, откуда, какая география у нас. У меня даже есть выписка тех, кто оставлял заявки, в квиз отвечал, кто чем занимается, и география. Так, Екатеринбург, Иван, отлично. Екатеринбургу привет. Так, соседи наши. Еще кто откуда? Краснодар, Елена. Краснодар, был у меня такой, да. Заявочка оставалась. Краснодар. Так. В Инстаграме все хорошо слышно, отлично. Ссылка на вебинар, Анри, она у меня в шапке Инстаграма, там надо зарегистрироваться и сразу получишь ссылку. Новороссийск, Набережные Челны. Потихонечку народ подключается. В общем, добрый вечер, дорогие участники вебинара. Наш курс, вернее, наш вебинар посвящен основным ошибкам съемки, при видеосъемке на смартфон. Я из Кинешмы, Ленинградская область.
А Кинешма – это какая область, какой район? Интересно. Мгм. Основные ошибки при видеосъемке на смартфон. И основная задача этого вебинара – рассказать про эти ошибки, которые вы можете совершить при съемке, и избегая этих ошибок, уже качество вашего контента улучшится однозначно. Поэтому рекомендую вам слушать внимательно, вникать в вопрос, быть на связи, отвечать на мои вопросы, задавать вопросы. В общем, будем работать в дружной связке. Так, Ивановская область, Виктория написала. Хорошо, поехали дальше. Следующий слайд. В чем польза мастер-класса? То есть основная задача – это не совершать наши ошибки. И ошибка – это событие, которое нам пока не обращено в преимущество. Если мы знаем эти ошибки, предугадываем их, предостерегаем, как говорится, себя от этих ошибок, то уже наш контент становится лучше, и вы должны это понимать. И это цитата нашего, вернее, не нашего, американского изобретателя, основателя Polaroid Corporation Эдвина Ленда. Пару слов о себе. Кто я, как меня зовут? Нигматуллин Рамиль, оператор с 2002 года. Работал на всех федеральных и региональных телекомпаниях, вернее, на федеральных каналах, на некоторых и на региональных каналах. Начинал свою деятельность в Тюмени, телекомпании Parallax. Так, и, соответственно, работаю. Сейчас с телевидения я ушел официально, но сотрудничаю с разными федеральными каналами, в том числе со спортивными, Матч ТВ, и посещаю различные мероприятия спортивные, чемпионаты мира, Красноярск, вот у нас тут есть универсиада зимняя, чемпионат мира по биатлону, дзюдо, большой шлем, Кубки мира, различные спортивные мероприятия по всей России. То есть я активно работаю на телевидении, активно езжу в командировки, но это уже по договору. Это вот, как говорится, мой опыт, багаж, 17 лет, с 2002 года работаю на телевидении. Что могу рассказать еще про себя? То есть год назад я начал обучать людей видеосъемки. У меня была задача научить людей снимать. И первым моим учеником был журналист София Хайруллина, с кем я очень долго работал. И она осталась в какой-то период времени, там уволился оператор, пришлось искать там замену, находил одного там человека, рекомендовал, другого человека рекомендовал. И потом она сказала, мне самой надо научиться, надо уметь снимать, монтировать. Научил я ее снимать, причем учил я ее снимать именно на видеокамеру, на профессиональную видеокамеру. Профессиональное видеооборудование, оно большое, громоздкое, тяжелое. И на одной из домашки, она говорит, тяжело с камерой, не справлялась, там неудобно было. Я говорю, сними на телефон. Вот с тех пор началась тема того, что она сняла на телефон ту домашнее задание, которое я ей дал, и, соответственно, понял, что съемка на смартфон актуальна. В данный момент София снимает сюжеты для телевидения на телефон. Это была моя гипотеза, которую мы в командировке подтвердили, и, в общем, вполне себя, как говорится, хорошо зарекомендовала съемка на смартфон. Также моим учеником является Роман Устинов. Это юрист, он очень активно вообще производил контент, фото, видео в своем инстаграме. И у него неплохо получается. Он активно снимает, активно монтирует, и свой навык у него все время... Так, у нас кто-то, Игорь Алчинов, хочет присоединиться. Игорь, привет, в следующий раз. Сейчас работаю на вебинаре. И, соответственно, он очень активно работает, снимает видеоролики, качество его каждый раз растет. Также у меня из учеников проходила Мария Гапанович, она инженер, творческий человек. Помимо такой работы инженером, она много путешествует и активно снимает. Начала снимать для своих знакомых, близких. Люди обращаются к ней, то есть она начала уже монетизировать этот процесс. В общей сложности у меня прошло обучение более 100 человек. Это за офлайн формат обучения. В общем, как-то так. Так, почему именно видеосъемка на смартфон? Почему она нужна, почему она актуальна? Видеотелефон всегда у нас находится в кармане, мы его можем достать, очень быстро, оперативно снять и смонтировать. Поэтому эта тема
актуальна как никогда. Это тренд. Что можно сказать про съемку, где она может примениться? Это абсолютно в любой сфере жизни, в тех же путешествиях, когда мы поехали отдохнуть, и один из учеников у меня снял до моего курса. Без звука неинтересно наблюдать. Почему у одного человека нет звука? Скажите, остальные участники меня слышат? Звук есть, да? Анри, посмотри, пожалуйста, может быть, у тебя в телефоне нет звука, но мы проверили, на втором компьютере у нас звук есть, поэтому попробуй у себя. Так, вот Иван пишет, звук есть. В общем, и вот Мария, да, которая много путешествует, она очень много и активно снимает видеоролики в своих путешествиях и рассказывает с места событий о своей поездке. Еще съемка для почему нужна? И для того, чтобы можно было реализовать свои идеи. В голове есть, как говорится, идея, но не хватает понимания, как это снять поэтапно, как это рассказать. Еще одна проблема моих учеников, которые понимают, что они снимают, то есть они видят, находятся в процессе, они там активно участвуют, и они знают, что происходит. Но стоит спросить зрителей, которые посмотрели этот ролик, зрителям ничего не понятно. То есть в голове только у того, кто это снимает, он понимает. А на самом деле большинству зрителей это непонятно. Это тоже одна из проблем. Ну и еще одна проблема того, что нанимать оператора – это очень дорого. Необходимо каждый раз, допустим, приглашать оператора. Это накладно на самом деле. Поэтому вот съемка на смартфон вас может в этом случае выручить, как говорится, помочь исправить эту ситуацию, когда вы сами можете снять то, что необходимо, и приглашать оператора только для каких-то таких дорогих коммерческих роликов, продающих видеороликов, раз там в год, раз в полгода, возможно. А все остальное будничный контент вы можете самостоятельно, как говорится, снимать своими силами. Сейчас я готовлюсь к выходу на первый поток курса «Снят на смартфон» в онлайн-режиме и пробую, как говорится, эту нишу расширяю. Что я могу рассказать? Мы поговорим сегодня об основных ошибках. В конце курса расскажу про свой вот этот курс, который снят на смартфон, и расскажу в том числе, каким приложением для монтажа пользуюсь я и которым я обучаю. Это как бы, как говорится, призываю вас остаться до конца и послушать весь вебинар. Видеотренд не только 2019 года, он восходящий тренд. В 2019 году, в 2018 году он тоже был восходящим трендом. Все начали интересоваться съемкой, ко мне стало больше обращений, то есть кому-то онлайн-школа, видеоролики для Instagram, для других социальных сетей, YouTube все качают. То есть это на самом деле тренд, он восходящий. И тот, кто адаптирует свой контент под съемку, под смартфон, тот, как говорится, остается тоже в тренде. Потому что, как мы знаем, тексты воспринимаются не очень, не все любят читать, время у нас бежит, фотографии просматриваются, вовлекаются чуть больше, чем текст, ну и видео находится в топе. Видео у нас на первом месте по вовлеченности в контент. И более 50% вообще контента, который сейчас потребляется в сети интернет, это контент, который потребляют именно со смартфона. Поэтому давайте адаптировать свой контент под съемку, под мобильную съемку и под нашего зрителя основного, те, кто смотрит этот контент в телефоне. Так, всем доброго. Все, Андрей, у тебя получилось, да, со звуком? Разобрался? Почему я решил начать обучать людей? Вообще опыт с мобильной съемки у меня получился таким, что у меня супруга занимается мастер-классами творческими, кулинарными, выездными. И на одном из мастер-классов я помог ей, приехал, помог там все эти вещи поднять, разместиться. Пока было время ожидания, я поснимал ролик на телефон и тут же сел в сторонку, залез в приложение, посмотрел, нашел приложение для монтажа, смонтировал ролик. И мастер-класс у нас еще не закончился, ролик уже был в сети, от ее имени разместил в Инстаграм. И пошел такой, говорится, обратный. Я получил отзывы от людей, от ее подписчиков по поводу данного мастер-класса. Все стали спрашивать, что за мастер-класс, сколько стоит, какая техника. Я там уже начал активно отвечать от ее имени и понял, что скорость важна. То есть мы сняли и показали в процессе. Мастер-класс еще не закончился, как говорится. Если бы я снял и смонтировал этот мастер-класс через
день-два, то актуальность бы он свою потерял. И вот следующая фотография у меня тут указана. Ребята с газеты «Тюменская область сегодня». Тоже редакция газеты поняла, что тираж сократился в 4 раза. Своего читателя необходимо догонять в сети. И они пригласили меня обучить их журналистов, чтобы они работали, не только писали тексты, фотографировали, а плюс еще снимали ролик с места события. И своего читателя они пытались догнать в социальных сетях. То есть это очень тоже важный такой фактор. У меня 2 группы обучилось, там порядка 10 человек прошло обучение, и ребята сейчас стараются, работают в социальных сетях, выдают контент. Сразу скажу, что не все так просто, не все может получиться на самом деле. Есть такие проблемы, если человек просто прошел курс, обучился, но не применяет свой навык, он забывает со временем, он перестает, как говорится, активно пользоваться. Поэтому если вы обучились чему-то, то этот навык надо постоянно принимать. Снимать и еще раз снимать, в том числе и монтировать. Получать обратную связь – тоже важный момент. То есть у меня также один из учеников спрашивал, снял, смонтировал ролик, домашку показал мне. Я говорю, ты кому-то еще показывал? Да, говорит, супруге. То есть даже супруга, которая не понимает видеосъемки, просто достаточно было ей показать ролик, чтобы она дала обратную связь. Если человек, который не понимает в этом деле, просто посмотрев ролик, и у него есть какой-то негатив, что-то ему непонятно, значит, вы сняли не очень хорошо, либо смонтировали. Поэтому обратную связь надо получать постоянно. Ну и не опускать руки, главное продолжать действовать всегда. Кто узнал себя? Могли ли вы такие вот снимать какие-то ролики и, не знаю, вам самим не нравится качество вашего контента? Было ли у вас такое? Может быть, вот в поездках, когда вы съездили, поснимали, и не смогли из этого толкового ничего смонтировать. Была ли у вас такая проблема? Дайте обратную связь. Так. Пока мы перейдем к ошибкам основным, вы при просмотре этих ошибок сами увидите, что эти проблемы, они, как говорится, бывают у каждого, каждый через это проходил. Так, поехали по ошибкам. Ошибка номер 1. Положение телефона во время видеозаписи. Кто знает, как надо держать телефон во время съемки, допустим, для социальных сетей, таких как «Контакт» и YouTube? Видели ли такую надпись «Осторожно, вертикальное видео»? Вертикальное видео, вы должны знать, да, для чего мы снимаем, какой контент. Мы должны понимать, как вначале держать телефон, горизонтально либо вертикально. В основном девушки любят снимать вертикально, то есть они всегда держат телефон именно вертикально. От этого потом получаются проблемы, когда они не могут, допустим. Вернее, его можно выложить на YouTube, но у нас, получается, большая часть экрана становится неинформативной, там черные полосы. Поэтому моя рекомендация снимать видео в основном горизонтально. То есть задача будет снимать для YouTube или других социальных сетей. Мы в любом случае, сняв ролик горизонтально, мы сможем его смонтировать и выложить в «Контакт», в «Одноклассники», в YouTube и в том числе в Instagram, именно в посты. Вместить этот ролик. Не обязательно его делать там квадратным. Кто знает, как вертикально, для чего у нас вертикальное видео? Только у нас есть 2 момента, когда мы можем снять вертикальное видео. Кто подскажет, кто в курсе, кто с этим сталкивался? Так. Я снимаю вертикально, потому что монтирую, выкладываю в IGTV, основная аудитория с телефонами. Да, все правильно. Основная проблема, вернее, основная задача вертикального видео – это снимать, если мы прямой эфир в Instagram, либо для IGTV. Все, это единственный вариант, когда мы снимаем вертикальное видео. Но у нас возникают трудности, нам, допустим, тот же самый контент, если мы сняли вертикально, то мы сможем его использовать только в сторисах, либо в IGTV. В остальных случаях мы тоже его можем использовать, но мы должны помнить, что у нас появится с 2 сторон черные поля, и больше половины экрана будут не задействованы. В попытках ведения трансляции в горизонтальном режиме в том же ВК видео все равно разворачивается вертикально. Так, такое бывает. Я, кстати, обновил у себя приложение ВК, и сейчас у меня происходит трансляция ВК, она идет горизонтальная. Возможно, надо поставить, чтобы автоповорот, чтобы у нас телефон был, переворачивал картинку. Поэтому
с вертикальным и горизонтальным видео, ну, надо быть внимательным, аккуратным. Если мы снимаем сразу для IGTV, то только для этого мы можем использовать наш контент уже, который готовый. Так. Второй слайд, вторая ошибка – это качество звука. Тоже важный момент, если вы ведете блог в формате диалога со своим зрителем, пишете какие-то интервью, то вы должны тщательно следить за качеством звука и следить, чтобы было слышно вас и вашего героя. Видео без звука, как правильно сказали в начале, неинтересно слушать вебинар без звука, читать по губам никто не умеет. Поэтому, да, мы за звук должны внимательно за ним следить и использовать внешние источники звука, если они у вас имеются, ну, либо приобрести их. Потому что звук с микрофона, который у нас стоит там в телефоне, не всегда хорошего качества. У нас бывают проблемы со звуком. Если мы зажали микрофон, задувает ветер, то есть вот этот по корпусу удары, все удары, которые касаются экрана, вернее телефона, весь этот звук у нас воспроизводится на видео, и потом не очень комфортно его смотреть. Так, причем у меня тоже VK Live, и правильно разворачивать вертикально почти всегда, неважно, закреплен поворот экрана или нет. Так, странно. А само приложение тоже, да, обновлено, потому что у меня была такая проблема, пока я не обновил приложение. Потом я обновил, и у меня стало работать. Автоповорот начал срабатывать. По звуку у вас были проблемы? Сталкивались ли с таким, что качество звука невозможно смотреть? То есть вы потратили время, сняли какой-то ролик, но звук остался ужасным. И это прям проблема. Причем есть разные микрофоны для телефонов подключаются. Есть радиомикрофоны, есть проводные телефоны, проводные микрофоны, там 6-метровые петлички, покороче шнурки. То есть именно для качественного звука. Звук – это прям ветер мешал. Да, ветер – проблема. Это самая проблема. Также есть микрофоны-пушки, которые с ветрозащитой идут, которые защищают. Запись вебинара. Так, запись вебинара я уточню, если у нас сейчас запись сохранится. Просто в прошлый раз мы, когда пытались записать вебинар у нас сохранился только без презентации. Он не было записи именно с экрана, как зрителей. Поэтому чуть позже мы посмотрим, и если будет запись экрана, то сделаем какой-то доступ, вы там обязательно мне напишите. Да, в итоге наушниками пользуюсь, которые с микрофоном. Кстати, как получилось ли с наушниками записать качественный звук? Это просто гарнитура, да, я так правильно понимаю, Светлана? Была у вас гарнитура подключена, вы писали себя в формате обращения, да, какого-то к зрителю. Еще микрофон нужны для того, чтобы записывать призывы к действию, там, интервью ваших собеседников. Поэтому про микрофон не забываем, приобретаем по возможности. Либо находим помещение, где не слышно, ну, тихое помещение, чтобы было слышно качественно вас, либо на улице находим какой-то такой закуток, где так сильно не задувает. Ошибка номер 3 – это когда у нас грязная оптика. Грязная оптика, грязный экран, пальцы, следы – все это попадает к нам в экран. Причем бывает так, что мы начали запись вести, и только потом посмотрели и обратили внимание, уже когда поснимали, что картинка у нас не очень хорошая, оптика была грязная. Поэтому перед съемкой всегда протираем платочком нашу камеру. По звуку проблемы с ветром. Внешний микрофон еще не использовал, но есть в планах приобрести микрофона булавки, как петличка, с ветрозащитой. Да, прям первым делом купить петличку – это необходимо. Причем я бы даже купил петличку в первую очередь, и потом только стабилизатор и там дополнительное другое оборудование. Звук хороший получился, но я одна говорила. Микрофон от Rode, да. Есть разные микрофоны, разные производители. С ними можно пользоваться. Качество звука вполне себе хорошее. Про оптику запомнили, да? Кто с этим сталкивался? Я сам несколько раз, когда оперативно достаешь телефон, достал первым делом, нажал рек, а только потом посмотрел. Камера была грязная, заляпана. Да, теперь протираю. Классно. Но не все запоминают с первого раза. Некоторые ходят по своим кораблям не один раз. Память. Еще одна ошибка – это когда человек покупает себе достаточно хороший телефон, мощный флагман, но с маленьким объемом памяти. Я помню, одно время там айфоны на 16 гигабайт продавались, и они прям на самом деле… Телефон неплохой, но памяти нету,
И это прям тоже проблема, когда мы снимаем, и у нас нету видео. У меня буквально на днях была такая ошибочка, проблема. Я с вечера не подготовил телефон, поехал на съемку, начал снимать, память закончилась, мне пришлось, а мы еще опаздывали, пришлось оперативно чистить телефон, удалять старые видосы, чтобы продолжить съемку. Хотя у меня память 128 гигабайт, но чувствую, что все, я дошел до планки, когда у меня памяти не хватает, приходится, ну, сейчас планирую сменить телефон, увеличить объем памяти, то есть это 256 либо 512. И вам тоже советую, если у вас предстоит покупка телефона, то, пожалуйста, добавьте денег, там, не экономьте на памяти, чтобы у вас было максимальное количество встроенной памяти. 16, 32, 64 этого уже мало на сегодняшний день. Видео самый тяжелый формат, да, фотографии не так много весит, как видео. Видео очень много весит, поэтому необходимо памяти максимально большой объем. И причем на последних андроидах, если не ошибаюсь, ну не на всех есть возможность переносить, во-первых, приложение и вести запись на внешний источник памяти, на SD-карту. Поэтому я бы все-таки купил телефон со встроенной памятью с максимальным размером. Кто с этим сталкивался, у кого был телефон с маленьким объемом памяти, и он прям мучился. То есть испытывал неудобство от того, что надо снимать. У нас видео нет, надо либо через облачное хранилище скидывать какие-то файлы, либо вот что-то удалять, жертвовать тем, что снимали ранее, еще не могли, возможно, не использовали. И, в общем, пришлось вам делать выбор на месте прям, что удалить, что оставить, что важнее. Сегодняшняя съемка или то, что вы уже сняли. Было, постоянно удаляла. Так, а какой у вас телефон, какой объем был, Елена? Потому что это прям, ну, такая проблема, и необходимо помнить. Хотя от модели это не зависит, но в любом случае. Просто бывает хороший телефон, который снимает, может снимать качественную картинку, но 32 гигабайта. Да, 32 это мало. Еще одна проблема – это когда человек снимает, он не знает, что снимать. И происходит то, что он поливает. То есть он включил телефон и все подряд снимает. Лево-право там мотает камерой. Он не знает последовательность съемки, не знает, что ему необходимо снять. Соответственно, просто снимал большую кучу материала, который невозможно даже смонтировать. Потому что видеосъемка, одно дело вот уметь снимать, да, уметь монтировать. Если у вас изначально низкого качества съемка, ваш полуфабрикат, то какой бы там классный монтажер не был, он не сможет смонтировать классно то, что было снято хреново. Поэтому, пожалуйста, следите за этим, будьте аккуратны, чтобы снимали, ну, как говорится, знали, что снимать, и не снимали длинные куски видео, там, чтобы это не было тяжело смотреть. Samsung 16 гигов. Да, это прям снимал неплохо, да, но видео мы не могли сделать качественным. Это прям тоже проблема. Следующая ошибка очередная, это когда у нас трясется картинка. Но это можно совместить с предыдущим слайдом, когда у нас идет поливалово, когда мы не знаем, что снимать, у нас картинка трясется. Это тоже не очень комфортно смотреть. Вашим зрителям будет неудобно смотреть картинку, которая постоянно трясется, качается. Тут нам нужны какие-то помощники внешние, это доп. Оборудование. Будут советы по выбору камерафона. Как любитель путешествий, последние несколько лет активно использую смартфон для фото и видео, так как порой доставать зеркалку из рюкзака слишком долго. Сейчас снимаю на Xperia Z5 Compact. Остался бы в линейке Sony. Даже недавние флагманы, судя по тестам, видео разочаровывают. Но именно Sony использую изначально, других фирм не было. В общем, я рекомендую вам тоже посмотреть, походить по магазинам, прям подержать в руках разные смартфоны. На сегодняшний день я бы рассмотрел 3 телефона, которые достаточно неплохо снимают. Это iPhone XS, камера хорошая, Samsung Galaxy S10, тоже достойная камера, есть широкий угол, есть телефото, то есть, в принципе, картинка достойная. И Huawei P30 Pro, у него 5-кратный зум есть, оптический, плюс 50-кратный цифровой. Но с Huawei я почему поставил на 3-е место, потому что он, проблема его, отказались поддержку, Google, вернее, перестал поддерживать этого производителя ввиду того, что США и Китай ввели друг против друга
Есть такое? Раз, пошла картинка. Все, звук есть, продолжается. Поэтому посмотрите эти телефоны, смартфоны. Топ, что-то отключилось, чувак. Продолжается? Все, звук, картинка пошла, на секунду прервалась трансляция. Да, борьба Google с Huawei – это прям основная проблема. Я этот телефон рассматривал. Так, трясется картинка, с этим все понятно? Держим телефон максимально ровно, находим точку, либо селфи-палки используем, либо внешний стабилизатор. Это прям тоже важно. Так, слайды, что-то все-таки у меня реши, пожалуйста. Все работает? Мне почему-то здесь подвисает картинка. Проблем нет, да, со звуком? Просто у меня картинка периодически пропадает. И я на это отвлекаюсь, хочу вот у вас получить, нет ли проблем. В общем, пока Петр пишет, я проговорю ошибку следующую. Ошибка – это пересвет. Ну, тут написали недосвет, когда у нас картинка темная, либо пересвечена. Кто сталкивался с таким, что мы снимаем человека, и у нас вот видно только точки черные, там, глаза, нос и все, остальное лицо как блин. Картинка висела, да. Поэтому не зря я увидел подвисание картинки. Сейчас вроде картинка продолжается. Продолжаем. Пересвет. То есть это когда у нас объект, наш главный герой, пересвечен, мы не видим его эмоции, черты лица, мы только видим точки. Лицо у нас освещено как блин. Это бывает, потому что не всегда правильно экспонировали картинку. На автомате там ткнули в темную область, и у нас светлая область начала пересвечиваться и так вот выделяться, выгорать. Ну и обратная сторона медали, когда мы снимаем напротив яркого источника света, напротив окошка, либо напротив солнца, и, соответственно, человека у нас не видно, это у нас так своего рода трафарет, там человек, силуэт только стоит. То же самое, мы не видим его черты лица. Мы должны понимать, что когда мы снимаем видео, нам самое важное, чтобы мы читали лицо. И в первую очередь надо, как говорится, фокус и экспонировать телефон по лицу, чтобы у нас не было пересвеченной картинки, либо слишком темной картинки. В телефоне это прям тыкнуть на лицо, мы фокус поймали, и на айфоне в данном бывает, что ползунок вверх либо вниз, чуть ярче, чуть темнее. На андроидах там на разных по-разному, в зависимости от приложения, от того, какая у вас операционная система. С этим сталкивались? Снимали ли вы людей, таких необычных, в которых не видно ничего, кроме силуэта, трафарета? Сейчас проблем нет, да, с картинкой? Кстати, идет задержка маленечко. Слайды от видео, от звука, видать, наверное, отстают. Либо бывало, Елена пишет, с этим сталкивались. Поэтому рекомендация какая? Снимайте от источника света, чтобы ваш человек был освещен. На контровом свете можно работать, только если у вас есть отражатели, либо там дополнительный источник света, когда вы можете компенсировать тот свет, который падает со спины. И тогда вы сможете наш объект там выделить от основного фона. У кого есть такая фотография? Кто видел такую фотографию? Это ковер. Главный герой у нас в кадре. Ковер, и какие-то люди сидят на фоне ковра. С этим, наверное, сталкивались многие. У всех есть, наверное, такая фотография. В интернете такие фотографии тоже есть. В общем, основная еще проблема любителей по композиции страдает. Они либо объекты размещают ровно в центре кадра, всех кучу собрали, в центр разместили, либо вот таким образом для них ковры, картины, которые попадают на стене, очень важны. Они снимают таким образом, что картина у нас является
главным в кадре, а люди, которые на фоне, они на второстепенный план уходят. Поэтому мы следим за композицией, мы должны понимать, что композиция наша, как говорится, наше все, и от композиции зависит, как у нас кадр смотрится. Поэтому будьте внимательны, на телефонах и фотоаппаратах есть там сетки композиционные, по правилу третей, которые нам помогают компоновать кадр. И если вы, как говорится, знаете эти правила, то ваш контент становится более приятным глазу. Да, Виктор отметил, что походу у Виктора была такая фотография и перекликнулась. Следующая ошибка – это фокус, когда фокус на расстоянии у нас выстроено не совсем правильно, и наш объект, не главный объект, главный герой не в фокусе, его не видно. В общем, фокус акцентирован на всем, что угодно, на заднем фоне, там, на переднем фоне, но не на нашем герое. Такое бывает, когда картинка достаточно темная, и, допустим, а задний фон подсвечен, либо там мерцающие огоньки, какие-то, в общем, лампочки светятся. Все, что отвлекает нашу камеру, будем так говорить, от нашего героя, и автоматически у нас техника срабатывает таким образом, что фокус переносится на задний ракурс, на задний план. А все объекты, которые у нас на переднем плане, они в расфокусе. Будьте внимательны, когда снимаем. Точно так же на телефоне тыкнули в область, которая нам очень важна, герой наш, человек в кадре, и держим фокус на нем, фокусируемся на нем. На некоторых телефонах есть возможность фиксировать фокус на расстояние, и даже если вы перемещаетесь, у нас не будет такого резкого перехода на фокус на расстояние, не будет плавать, перекидываться на задний план, там, на передний план. Рыскает фокус, когда недостаток освещения. Все телефоны при достаточном освещении хорошо снимают. На улице вообще картинка отличная, сочная, и все видно, все, как говорится, все в фокусе. Петр пишет. У Петра была такая проблема. Бывает, отмечу, что на Xperia Z1 выбор фокусировки был реализован лучше, чисто субъективно. На нынешней модели, которая пользуется некоторых таких фишек, не хватает. А как раньше он был, ну вот на Xperia Z1 он был организован, то есть он фиксировался, можно было фиксировать, либо ползунок был, можно было самому менять фокус на расстояние. Я, кстати, с Sony в руках не держал, поэтому ничего не могу сказать про этот смартфон. Скорее всего, вот я предполагаю, либо была фиксация фокусного расстояния, либо оно как помогает переводить фокус на расстояние. Лучше работал фокусировка касанием. Ага. Вот, кстати, сторонние приложения, есть различные приложения на Android-смартфоны, на iPhone. Можно было менять фокус на расстояние, то есть в ручном режиме, либо через бегунок, либо фиксировать его. Так. Фиксировка на объектив касанием, то есть, понятно. Еще один слайд. Разрешение, ошибка номер 10. Тоже важный такой формат. Ребята, которые приходят ко мне на курс в офлайне, сталкиваются с тем, что у них есть хороший топовый смартфон, но не используют его мощности на полную катушку, как говорится. Там по умолчанию стоит разрешение усредненное Full HD 30 кадров в секунду. Но банально, взяв этот телефон, поковырявшись в настройках, мы можем поменять разрешение, частоту кадров, и телефон начинает работать совсем по-новому. То есть он снимает более качественное видео. И вы можете в своем телефоне обязательно посмотреть настройки, поковыряться в них, поизучать настройки, там форматы повыбирать. В 4К, конечно, объем видео будет весить очень много, но оптимальный формат – это когда мы снимаем Full HD 60 кадров в секунду. Но если у вас телефон топовый и есть возможность, памяти хватает, вы можете снимать в 4К 60 FPS. То есть когда 60 кадров, плавность движения больше и картинка приятна глазу. Поэтому вот идеально, если у вас 4К 60 FPS и оптимально Full HD 60 FPS. Можете, кстати, написать, у кого телефон поддерживает 4К 60 FPS. Это прям четкая тема, позволяет. Кстати, напишите, у кого iPhone. У кого iPhone, у кого Android. Давайте мы примерно статистику поймем, кто с каким телефоном.
У тебя Xiaomi, да, у тебя хороший телефон, неплохой. У меня телефон OnePlus 3T. Кстати, в моем инстаграме можете подписаться на меня. Все ролики сняты на смартфон и смонтированы на нем. iPhone 8. Так, Android, iPhone 7. 4 чек iPhone. Неплохой телефон, на самом деле. У каждого телефона есть свои плюсы, свои минусы, и поэтому приходится, ну, вот, отталкиваться iPhone 4 кадров. Кстати, нет iPhone. Смотря какой у вас iPhone. В настройках iPhone можно поменять настройку на 60 кадров в секунду. Вы посмотрите более внимательно. Андрюха тоже Android. Здесь у нас Android. Я, кстати, задумываюсь о том, чтобы пересесть на iPhone, но мне еще нравится очень, вот из последних смартфонов, это Samsung Galaxy S10, и, возможно, надо будет 2 себе взять, чтобы можно было использовать плюсы и iPhone, и плюсы Android. У каждого телефона есть свои плюсы. Бонус – это ошибки, которые не вошли в список 10, их получилось чуть больше, поэтому презентация была названа 10 ошибок, мы ее назвали, так и оставили название, не стали менять, но ошибки вот еще добавились. Еще одна из ошибок – это ракурс, когда мы выбираем не очень удачное положение объекта нашего героя, и, соответственно, смотрится картинка не очень привлекательно, только за счет того, что ракурс выбран не совсем удачный. Поэтому следим за тем, как у нас объекты в кадре расположены, будьте внимательны предельно. Если сомневаетесь, что как вы сняли, то можете сменить ракурс и снять дубль. Кстати, вопрос по съемке. Когда вы снимаете видео, если у вас на секунду только мелькнуло в голове, что качество видео не совсем хорошее, то вам это однозначно качество нехорошее, и вы должны переснять дубль, неудачный дубль. Это касается вообще абсолютно всех. Будьте внимательны, когда вы снимаете, и смотрите за, как говорится, как ваши объекты смотрятся в кадре. Еще ошибка – это когда пытаются зумировать именно свайпом, да, мы начинаем приближать объекты, которые там находятся чуть подальше, вместо того, чтобы подойти к ним поближе. Самый лучший зум – это своими ножками подойти поближе, снять вас интересующий объект максимально близко, чтобы у вас была качественная картинка. Потому что когда мы начинаем пальцами зумировать, во-первых, это цифровое увеличение, там начинают появляться артефакты, вернится картинка, трясется больше, поэтому не стоит баловаться этим зумом. Единственный вариант, если у вас телефон вот топовый, у которого несколько камер на тыльной стороне, то есть вы тогда можете именно увеличивать кратно оптически, там, либо два раза увеличивать, либо в 5 крат, это в зависимости от модели телефона. Ну и еще одна ошибка, это когда баланс белого у нас чаще всего на телефонах стоит в ручном, вернее, на автоматический баланс белого. Баланс белого, яркость, обратите внимание, вот внизу по кельвинам указана температура, 5000 кельвинов, там 2800, 2600, и картинка у нас по-разному смотрится. У нас, даже вот вам могу показать, как это будет выглядеть. В данном случае есть у меня источник света. Как видите, в данный момент я использую освещение холодное 5300. Но стоит мне покрутить регулировку, и яркость стала, вернее, цвет стал желтый. Картинка желтит. Это лампа накаливания. 5300, 5600 – это солнечный, примерно яркость, вернее, не яркость, а температура солнца. Поэтому мы должны смотреть. Особенно это проявляется, когда у нас два источника света светят. Один, допустим, холодный свет, другой желтый. У нас часть тела освещена в одной цветовой гамме, другая часть света в другой цветовой гамме. Поэтому надо либо переключать на баланс, вручную выбирать баланс белого, либо использовать основным светом один из источников, либо лампу накаливания, либо там дневной яркий свет. Так, какие еще вопросы бывают у новичков? Это тоже проблема в связи с тем, что все спрашивают, как снимать, как монтировать.
какой смартфон купить, как настроить смартфон, какое дополнительное оборудование использовать, как отправить ролик в хорошем качестве. Этих вопросов очень много. Именно поэтому я создал этот онлайн-курс для обучения видеосъемки. Эти все вопросы у нас решаются на курсе. И вот пришло время рассказать немножко о своем курсе. Прокрутить нельзя назад трансляцию. Андрей, а что вы пропустили? Давайте, пока есть возможность, я вам расскажу, что вас интересует. У нас же, мы еще про запись не проверили, у нас будет, да, техническая возможность запись сохранить? Да? Чуть позже мы, если ошибаюсь, мы записали, поставили на запись курса, но посмотрим, там презентация сохранилась. В прошлый раз я тестовую запись сделал, я вебинар провожу только второй раз, поэтому у нас были такие технические проблемы. Я думаю, что вы поймете, что, как говорится, что есть такая проблема, и не все у нас получилось записать, запустили мы не вовремя, но постараемся это исправить. Пару слов о курсе, снят на смартфон. Отошел. А уже 11 вопрос. Основные это слайды были. С какого ушел-то? Сейчас не получится ее прокрутить в данный момент. В общем, немножко про свой курс. Прошло его обучение уже больше 100 человек. Проходили люди разных, как говорится, профессий, специальностей. Это журналисты, началось с журналистов, потом те люди, которые занимаются социальными сетями, то есть продвигают свой товар либо услугу через социальные сети, СММ, фотографы, кстати, немаловажно, у меня человек 5, наверное, фотографов было, им это очень важно, они могут снимать в моменте, да, фотографировать в мгновение, но в динамике для них это трудность определенная есть, поэтому ребята проходят. Мамы приходили у меня для своих детей, YouTube-канал, это прям каждого второй мамочки желание завести YouTube-канал для своего ребенка, снимая для YouTube. Вот, в общем, круг лиц, он широкий, и этот курс позволяет на самом деле даже смотреть по-другому фильмы, сериалы, новости, вы эти правила все будете замечать. Что будет на курсе? Вы научитесь основам видеосъемки, композиции кадра, правилам съемки, правилам монтажа. Занятия, которые позволяют теоретическую часть применять на практике, то есть это домашние задания, работа над ошибками. Мы работаем в тесной команде, как говорится, каждого индивидуально отсматриваем рабочие материалы по домашке. И получают доступ в закрытое сообщество ВК, это сообщество выпускников, где люди обмениваются контактами, скидывают свои ролики, комментируют друг друга. В общем, все это есть, и выпускники курса получают доступ, обратную связь, в том числе и от меня там тоже получают. Бонусы для тех, кто планирует и придет на мой онлайн-курс. У меня есть бонусы. Это чек-лист оборудования, перечень оборудования и ссылки, где это можно купить в России, в Китае. Можно будет просто либо по названию найти оборудование, которое вас интересует, либо в Китае купить, либо в своем городе найти, потому что я покупал частично у себя в городе в Тюмени, некоторое оборудование заказывал с AliExpress. Чек-лист по съемке видео – это тоже перечень самого главного, что надо помнить при видеосъемке. То есть это такая краткая, чтобы было видео хороший утренник, либо там в путешествии, с чего мы начинаем, к чему последовательность. В общем, обо всем тоже будет написано в чек-листе, который вы получите. Варианты участия. Какие есть варианты участия? Вариант участия – это слушатель. У нас тут видно, не видно презентацию? Слева перекрыл. Так. Вот так вот. Слушатель. Групповое обучение, 2 урока без обратной связи. Получают только чек-лист. Это для людей, которые уже что-то знают, хотят, как говорится, закрепить свои знания и самостоятельно смогут снимать, только получив информацию, да, по курсу, по обучению. Второй вариант – это вариант ученик, когда мы 3 урока, групповое обучение, разбор домашних заданий, то есть каждому дается домашка после каждого урока. Домашку скидываете, мы ее, как говорится, отсматриваем, я ее лично отсматриваю, даю обратную связь, бонусные чек-листы,
Доступ в закрытое сообщество выпускников курса получают те, кто проходит в формате ученик. И VIP-пакет – это индивидуальное обучение. Помимо 3 персональных урока в формате видеоконференции, когда мы плотно общаемся тет-а-тет, бонусные чек-листы, разбор домашних заданий, доступ в закрытое сообщество, плюс дополнительные 3 личные консультации, поддержку уже после обучения, когда у человека будет возможность задать свои вопросы, необходимые то есть для того, чтобы снимать качественный контент. Если для вас это важно, и вы понимаете, что видео вам необходимо, можете регистрироваться, оставлять заявку. И для тех, кто готов сегодня оплатить обучение, добавляют 1 час личной консультации в подарок. Причем эту консультацию рекомендую использовать после обучения, когда вы уже прошли блок обучения, вы уже выполнили некоторые домашние задания, и у вас остались вопросы для того, чтобы на них ответить и совместно там проработать, плюс дополнительный час личной консультации в скайпе. Что получим мы в итоге? В итоге получаем онлайн-курс, чек-лист оборудования, чек-лист по съемке, закрытое сообщество в пакете «Ученик» и выше, и 1 час консультации при оплате сегодня. Пакет «Ученик» и выше. То есть час консультации идет только в пакете «Ученик» и выше. Если вы хотите и можете самостоятельно обучать, то вы можете пакет «Слушатель» брать. А вообще рекомендую использовать пакет «Ученик». Оставляйте заявки, ссылку прикрепил. Если есть дополнительные вопросы, задаем. Готов ответить съемки. И дайте мне обратную связь, планируете ли вы, есть ли желающие, кто готов учиться, проходить обучение, научиться новому навыку. Прошу ответить тех, кто остался до конца курса. Нужна обратная связь и по данной презентации, и по курсу. Насколько вам было интересно и полезно, что-то вы узнали, сможете ли вы это применить, эти знания. Так. Вопросов ни у кого не осталось? Если есть вопросы, задаем. Это мои контакты, Инстаграм, ВК. Можете добавляться в друзья, подписывайтесь и можете задавать свои вопросы. Сейчас я напишу. Андрей, хорошо, вижу. Вообще курс у меня проходит 1-2 раза в месяц. Периодически я могу вам выслать напоминание, что ли, рассылочку. Но вообще ближайшая группа это стартует завтра. Продолжительность урока. Первый урок, касаемый видеосъемки, он будет самый такой, можно сказать, основной по продолжительности. Там очень много тем. Он будет рассчитан примерно на 2,5 часа. 2,5 часа. Вообще всего 3 занятия. То есть это первая часть, посвященная видеосъемке. Мы полностью разбираем видеосъемку. В дальнейшем дается домашнее задание. Как только мы разобрались с видеосъемкой, рассказал приложение, как мы снимаем, последовательность, переходим к домашке, и, соответственно, на этом у нас урок заканчивается. Второй урок начинается с разбора домашки. Каждого заранее я посмотрю домашнюю работу, дам обратную связь, какие-то работы покажу в трансляции, если, чтобы было понятно, типа самое лучшее, самое худшее, а каждому индивидуально в личном сообщении отвечу отдельно. И переходим к блоку монтажа, то есть это последовательность кадров, как мы снимаем, как мы монтируем, какие кадры с какими клеются, то есть это основной момент по монтажу, как эти планы между собой совмещаются, да, какие можно ставить, какие нельзя. И плюс приложение. Будут скринкасты работы в приложениях и для iPhone, и для Android. Как в этом приложении монтировать, как двигать. И самая задача основная – не научить вас монтировать именно в данном приложении. Основная задача – это
научить вас клеить нужные кадры друг с другом. То есть это у нас вообще такой термин есть, монтажная фраза, где каждый кадр совмещен, ну, своего рода взаимодействует с предыдущим кадром. Есть последовательность, и это самое сложное, наверное, на монтаже сделать таким образом. Но не сложно, если вы знаете, как это снимать. То есть у нас мой опыт в том, что я и снимаю, и монтирую самостоятельно. То есть изначально я был просто оператором, потом, когда я ушел на федеральный канал, я стал работать в формате монтажер-оператор. И мне приходилось уже снимать, во время съемки думать о монтаже. Этому всему я тоже учу, чтобы люди думали про монтаж во время съемки. Поэтому это прям важный момент по монтажу. Второе занятие у нас также идет 2,5 часа, то, что касается блока монтажа. Ну и третье занятие у нас идет в формате «я вам даю домашнее задание», практическая часть. Мы третий момент прорабатываем полностью все ваши ролики, которые вы сняли, смонтировали. Это в формате «ученик». И даю обратную связь по работе с приложением, по тому, как это снимать, как это монтировать. Мы закрепляем то, что не получилось, ответ на вопросы, плюс практическое занятие. Даю задание на практическую часть, где вы уже и снимаете, и монтируете, и точно так же скидываете. В общем, все обучение проходит за 3 занятия. Это в формате понедельник, среда, пятница. То есть 3 занятия, и мы полностью закрываем нашу тему по съемке. В дальнейшем, после обучения, эти люди у меня никуда не пропадают, я не пропадаю. У нас есть закрытое сообщество, где они точно так же могут получать обратную связь на свои ролики. Независимо там, для чего вам эти ролики, для YouTube, либо там для других социальных сетей. То есть обратную связь полную получаете по обучению. Вот, в принципе, все, что касается курса, все, что я хотел вам сегодня рассказать, я рассказал. И хочу услышать вашу обратную связь, как вам было понятно качество звука. Вначале, я знаю, были технические проблемы, а в дальнейшем было ли меня слышно, было ли меня видно. Так, сейчас мы тут тоже трансляцию завершим. И здесь тоже трансляцию завершим. Так. Оставляйте заявку. На курс стартуем завтра, да. Кто готов, оставляйте заявку. Приложение обещал. Приложение, кстати, да, вот по приложение для монтажа Quick. Можете скачать с Android, приложение от GoPro, поэтому рекомендую им тоже воспользоваться, поизучать, посмотреть, поковыряйтесь своими силами, как говорится, изучите. Возникнут вопросы, тоже можете писать в личку, в Instagram, в Директ. На сегодня все. Спасибо за внимание. Благодарю всех, кто присоединился. Всего доброго. Пока.